Mesela hülbe 4, hülbe 1, hülbe 2, hülbe. Ну, для Сарданы полумарафона это как? Как тренировка была. Пока 1-1. За ваше здоровье. Каково быть пейсмейкером Сарданы? Ага, даханы? И когда она звонит, я по голосу сразу узнаю даже. Но все равно изучать трассу надо, чтобы избежать ошибки Кости. Про допинг-контроль. Мы на правильном пути, значит. Почему Телпицца? Вкусно. Сытно, выгодно. Всегда вовремя. Разнообразие меню. Выбор моих детей. Постоянные акции. И новинки. Талпицца. Спасибо, что выбираете нас. Всем привет, дорогие друзья. Мы в Кыргызстане, село Бостери или поселок. Поселок Бостери. Ага, поселок Бостери, где наша Сардана давно живет уже и тренируется. Проводит учебно-тренировочные сборы. А, до сих пор, что ли? Ну, у меня сборы сейчас. А, ну все равно же ты здесь живешь, где? Ну, не по прописке, но большую часть времени я провожу тут в Бостырях. Как все это произошло, то, что ты уже выступаешь с Кыргызстана? Ну, мы про это подумали уже давно, как с 2016 года мы задумались о смене гражданства после того, как не выпустили нас в 2016 году на Олимпиаде. Вот. По каким-то причинам не получалось раньше делать, но в этом году мы решили твердо, что будем менять гражданство, и с октября прошлого года занялись серьезно гражданством. Вот, получила паспорт в мае месяце этого года. И ты же здесь давно занимаешься, да? Да, Бостыри считается центром легкой атлетики. Сюда приезжают очень много спортсменов из разных стран. Это Белоруссия, Латвия, Литва, Казахстан, Кыргызстан, Украина, Россия. Тут есть много санаториев, которые принимают именно спортсменов. Для спортсменов создают условия и питание также. Вот. И как-то Бостыри как-то предрасположен встречать именно спортсменов, гостей. И Киргизия находится на 1600 метров на высоте, поэтому мы приезжаем сюда за гипоксией. Явный был. Бимей. Китайские кроссовки Бимей. Типа не раскрученный бренд, но очень хороший. В этих побегу марафон. И сейчас ты на каком этапе тренировки? Ну, у меня уже предстартовый, предсоревновательный этап. У меня через 2 недели будет старт в Германии, в Франкфурте. Было не просто заявиться туда, но получилось. В Франкфурте в 2016 году бегала, да? В 2015 году. В 2015 году, и ты заняла, по-моему, Четвертое место. Ага. Ну, для меня сейчас самое важное – это результат. Ну, буду стараться делать хороший результат, чтобы заявить о себе миру, чтобы мне легче было потом регистрироваться и выступать на международные старты. Как ты там бегала и скоро поедешь, да? Ага. И как ты планируешь вообще?
участвовать? Ну, я бежала в 2015 году по личному рекорду 2:24. После этого Россию закрыли, и не было международных стартов. Но был старт в Дохе, это как бы был сложный старт, сложные условия, поэтому у меня не было еще хороших международных стартов после Франкфурта. Вот, собираюсь тоже. Почему Франкфурт? Потому что они меня там знают, то, что я выступала, заняла 4-е место и пробежала очень хорошим результатом. Поэтому мне легче было выйти на организаторов и заявиться на этот старт. А остальные соревнования, остальные организаторы пока меня не принимают, потому что пока в World Athletics на базе данных я высвечиваюсь как русская, поэтому не принимают. А когда уже не будешь высвечиваться? Ты же уже гражданка Кыргызстана. Да, я гражданка Кыргызстана, я уже выступала под флагом Кыргызстана 2 недели назад в Алмате. И думаю, вот скоро... Мы сейчас работаем с юристами, и я надеюсь, что в скором времени все это организуется. Надеюсь, успеем до Олимпиады, да? Ну, надеюсь, успеем до Олимпиады. Как здесь тренируются? Какие работы тут делаешь? Вообще, если рассказать про тренировку, тренировочный процесс. Я после спартакиады у Салдани, я там бежала 3-5, приехала сюда и уже начала набирать объемы тут, потому что марафонские объемы очень сильно отличаются от 3 и 5 от дорожки. Вот. И получается, с нуля я сюда приехала, и вот базовый этап, с базового этапа, считай, вот до соревновательного этапа тренируюсь тут. А тренер Татьяна Юрьевна на расстоянии, да? Тренер Татьяна Юрьевна приезжает, уезжает. Основные мои работы она смотрит, а другие она контролирует онлайн. Вот она сегодня приезжает, едет уже сюда. Вот, и Сегодня приедет? Приедет тренер, да. Мы пришли на место, где мы делаем работы, называется Подкова. Подковой назвали спортсмены, жители не знают, что она так называется. Трасса похожа на Подкову, туда и обратно. Побежали на разминку, 3 километра, потом специальное упражнение и на работу. Сегодня у нас на тренировке Константин Драгунов, Чурапче. Пейсмейкер, номер какой-то. И нежданный наш гость Василий Исаков. Нежданный пейсмейкер на разминке. Лимка хебитче. Бэхэ фитягивание лан. Нагиско тагарарам. Нинга. Bulut baktıydım. Şöyle tutayım sana. Şamanlık kanada bulutu. Заминка. 5 километров 3 раза по 3:30, 3:27. 800 метров отдых.
Дукте? Я 3 раза, Костя 2 раза. Karbon. Karbon mo kitim. Dis ka diyoktah mo di. Nasa wadakta. Доза гуараны перед работой. Барихиллера Володи? كم يخلص عليه Костя в карбонах радуется как младенец. Расскажи про питание, как ты питаешься, ну если вот сутки, если смотреть, и фазу, которая будет перед стартом, да? Ну, я тот человек, который не сильно заморачивается по поводу питания. Я знаю, что хочет мой организм, в какое время, и употребляю то, что он требует. Вот. Вот насчет диеты, там ко мне обращаться бесполезно, поэтому мне нечего добавить. Я ем все, что хочу, ну, хочет мой организм, все, что хочу я. Любой, ну, как даже ночью могу встать, покушать, потому что почувствую голод. Для меня это не проблема. Единственное, что диету делаю только перед стартом, это марафонская диета считается. За неделю до старта мы переключаемся на углеводно-белковую диету. А остальное все. Ну, типа, я сама не люблю сильно жареное. Могу позволить в маленьком количестве, но стараюсь так как-то... Вот то, что ты хочешь, это что? Какая еда? Например? Ну, я люблю очень часто употребляю углеводы. Любые, сложные, быстрые. Ну, очень много количества употребляю углеводов в рационе питания. Ну, мясо также ем. Все, короче, что надо. Сколько километров ты бегаешь в неделю? Ну, в неделю, вот, когда вот объемная неделя, бывает максимум до 170-180 километров. Ну, в день плюс-минус это 30 километров. Может быть, это 40 километров, может быть, это 10 километров, но где-то в этом районе. У нас бывает одна тренировка в день, это считается отдых, 10 километров, 10-12 километров. Если затрагивать отношения тренера и воспитанника, да, Татьяны и тебя, то вы любите экспериментировать? По поводу тренировки? По поводу системы тренировок? Не, мы не экспериментируем, потому что есть рабочая система, которая вот сколько лет мы вместе. В этом году будет 10 лет, как мы вместе тренируемся. Вот 10 лет работает система, мы ничего не меняем. Ну, не видим смысла. А восстановительные процедуры какие принимаете? Восстановительная процедура у меня обязательно 4 дня в неделю. Это баня или источники 2 раза в неделю и 2 раза в неделю массаж. Массаж всего тела? Массаж всего тела обязательно. Угу. Даже если нет работы сильной, и я обязательно хожу на массаж. Ну, это очень большая профилактика очень многих травм. Это, можно сказать, советовать, можно сказать, да? Как совет? Да, я советую всем. Вы в хорошей форме, но все равно нужно ходить на массаж. Да. Если даже ничего не болит, ничего не беспокоит, обязательно надо ходить на массаж, потому что это профилактика на будущее. Всякое может случиться. I'm feeling something that I've never felt before, and I don't need anything more. I don't need to be reassured. I'm feeling something that is too hard to explain. You were messing with my head, and now I'm dancing in the rain. Now I'm dancing in the rain.
Как спортсмен, ты как себя сейчас чувствуешь? Ты дошла до предела? Предела своих возможностей? Я считаю, что нет, потому что у меня не было возможности реализовать себя на 100%, потому что мы очень много лет, 15-го года, считаю, не выступаем на международные старты, на чемпионатах России, внутри России. Можно бежать, не скажу, что в полсилы, где-то на 80%. Как-то каждый раз, когда ты 100% выкладываешься на тренировки, на сезон, ты теряешь очень много ресурсов, как действующий спортсмен. Вот. И мы насчет этого, думаю, что вот сколько лет мы в лидерах сохранили вот этот вот ресурс. Я считаю, что сейчас я могу полностью реализовать себя, тем более сейчас появилась у меня такая возможность. И думаю, что я еще могу показать свои хорошие результаты, лучшие результаты. Пруха есть. Есть. Горит. Огонь горит. Огонь горит. Ага. Нужно, воспламенение нужно. Да. Хорошо. Взрыв нужен. Да, и спортсмены это как... Спортсмены, они творческие люди, можно так сказать. Нам тоже нужно вдохновение, мотивация. А когда ты стартуешь одни и те же старты, одни и те же соревнования, одни и те же соперники, трассы одни и те же, у тебя как-то вот эта мотивация, вдохновение немножко пропадает. А вот у меня сейчас такое, как будто я только начинаю заниматься легкой атлетикой, потому что у меня какой-то другой уровень, другие соперники, другая атмосфера. И я готовлюсь готовлюсь по-другому и мотивируюсь, заряжаю себя по-другому, как-то вот так. Тебе, наверное, сейчас немножко трудно было, да, в связи с тем, что с нынешней ситуацией, и в смысле стартов нету. Эмоционально как это тебе передается? Стартов в смысле в России нету? Не, международных. То, что вас не немножко есть такое, что ты привыкаешь к домашним стартам, потому что ты знаешь каждого соперника, как он бегает, какая тактика. И как-то это легче, чем выходить на ту арену, где ты ничего не знаешь. Но я немножко, например, боюсь сейчас, не сказать, что это большой страх, просто есть немножко страха от того, что я же даже языка хорошо не знаю, трассы не знаю, как проводятся международные соревнования. Это совсем по-другому. Если в России, ты знаешь от А до Я, как размещаться, как спуститься на этот пресс-центр, как разговаривать с людьми, там что будет, я же ничего не знаю. Я больше, наверное, этого боюсь, чем от соперников, от стартов. Организации. От организации, да, как куда идти. Как ты будешь питаться. Да, как я буду спускаться на паста-пати, потом куда пойти там. Вот этого больше боюсь. Тем более это Германия, там не английский язык. Если английский чуть-чуть даже, если можно как-то руками-ногами разбираться, а в Германии это будет очень сложно. У тебя есть привычка смотреть перед стартом всю трассу? Все равно изучать трассу надо, чтобы избежать ошибки Кости. Костян, братан. Прости, брат. Изучать трассу надо, где подъемы, где спуски, чтобы чуть-чуть было представление, что ждет тебя. Франкфурт я бежала, примерно знаю, какая трасса, давно забыла, но все равно припоминаю, какая трасса была. Трасса бегучая, но очень много резких поворотов, и тебе надо всегда контролировать, смотреть, чтобы не бежать много. Как срезать. Короткий путь, смотреть, и всегда надо быть начеку. اسمك كشاهد الشجر كله. Не очень, да, пока? Нормально. Просто халайду барнараш. Тургани хыртып, тренерте мәгълүм булды.
kita. Kasi dia. Kasi hemat aja. Geri geldim. А? Geri geldim diyor. Aşkı не говорит. Пусть как? 162 максимально. 56, 62. Автомобиль болай? Автомобиль болай? Hebat Hebali. Hübekeli. Mesela hübet, hübe bir, hübeke, hübe. Kimere bir Короче, из бастыковыт хюлбалта хюлбе бес примерно них, ну хюлбалта в среднем. И киспитаменник Антон бутайком баша хюлбе килирт. Это я вам делаю, уточню все, как делать. Ага, сейчас. Беседа с тренером. Сразу после. говорим. Ну, пока чувствую свежие, сразу надо звонить. Заминочка после работы. 3 километра. 3 километра побежали. А так сегодня погода пасмурная, облачная. Поработать самое то. И плюс 14. Во. В каком аспекте ты сильна во время марафона? Ну, имеется в виду Спуски, подъемы. по прямой, или по спускам, по подъемам. Чем сложнее трасса, чем хуже погода, для меня это большой плюс. Ну, я бежала и в плюс там 35, там в Дохе, в Европе, Азии, в Екатеринбурге, даже в Якутске, в Намсах, Спартакиада, там по 35 градусов, что ли, было. Вот, бежала. Ну, для меня жара не страшна. Сильный холод тоже считаю не страшно, потому что тоже в московском марафоне часто бывает очень холодно, ливень, вот, дождь. И спуски и подъемы меня не пугают. Ну, в подъемах я хорошо, мы много тут в Киргизии на сборах обрабатываем именно подъемы, много тренировок делаем на подъемах, поэтому чем хуже трасса, ну, спуски, подъемы, тем лучше для меня. А в Франкфурте какая трасса? Ну, в Франкфурте поровнее трасса будет. Но погода там, не знаю, сколько будет, но я смотрела в интернете, по-моему, где-то плюс 10-11. Это очень оптимальная температура. Вообще нормально. Ага. Да, так же, как здесь? Да. Тут только от 1600 ты спускаешься на сколько? 0. О, вообще идеальный вид, да. Ну, где-то так, в этом районе. Но не думаю, что... Есть еще такой принцип, когда спортсмены перед стартом спускаются, да, вот с такой высоты. Через сколько время нужно? Грамотно. Ну, я обычно спускаюсь за 3 недели, ой, 3 дня. Можно спуститься за 3 недели. Это как приходит с этой, как сказать... Индивидуально? Да, каждый индивидуален. Кому-то подходит 3-й день, кому-то 4-й, кому-то 7-й день. И надо через опыт надо проверять вот этот спуск. Ну, мы тренируемся уже 10 лет, я знаю, какой день мне хорошо будет, какой день мне плохо будет. Ну, вот я обычно все старты делаю на 3-й день. Ну, если по высотам говорить, то оптимальная тренировка, ну, высота тренировки это 1600 или еще можно повыше сделать? Можно, наверное, ну, можно повыше делать, есть сборы делают в Кении, там 2300, но я там не пробовала тренироваться. Ну, тоже это надо делать через опыт, не просто так поехать и основной старт делать после Кении, потому что ты же не знаешь, как отреагирует твой организм на такую высоту. Просто может быть такое, что ты поедешь туда и на кроссах по 5:0 тебя накроет. Ты не сможешь бежать там. Такое тоже может случиться. Да вот недавно же мы поднимались на 2 с чем-то, да? На 2300? На 2300. У меня уже почти горнячка была. Не представляю, как там можно тренироваться. Ну, от климата тоже зависит. Говорят, в Кении легче бежать, чем здесь на Иссык-Куле. Давление тоже зависит. Ага. Ну, и говорят, да, там легче бежится. Я насчет чего это не знаю, может, из-за того, что там сухой климат, может быть, из-за этого. Но, короче, надо экспериментировать. Но не перед основными соревнованиями. Да.
Кто из принципиальных соперников будут во Франкфурте? Я пока не знаю. Я не люблю смотреть этот протокол перед стартом. Специально игнорирую это, потому что мне не надо узнать, кто как бегает, какой соперник быстрый. Просто это может отвлечь от твоего темпа, ну типа от моей задачи. Я буду думать об этом сопернике, а у меня своя задача бежать каким темпом. Для меня на этот старт самое главное это результат. Вот, на место, там, что, какая я прибегу, я даже это не смотрю. Борьба я с считаю, собой. да, Борьба я со считаю, своим что временем. место решает там судьба или Бог. А то, что ты можешь выкладываться на 100%, на что ты готова, это твоя задача. Потому что ты же не будешь контролировать, как готов твой соперник. Марафон – это такой вид спорта, где ты не можешь угадать, каким временем прибежит соперник. Ну, он может сегодня бежать там 2:30, а завтра, ну, типа, на следующий старт он пробежит там 2:22. Ты откуда узнаешь его? Да. Тогда вот на линии старта вот ты приходишь, и вот видишь, вот кто-то уже по лицам знаешь. И какой у тебя психологическая эмоция появляется? Ну ты же Я как-то изначально не видишь, не смотришь список. Потом ты пришла, вызывает тебя на ну, старт. как это сказать? Я же, типа, немного стартов делала таких. Типа, у Но меня все равно это есть. Ну да, есть эти, ну, я стараюсь ориентироваться только на себя. На соперников я вообще никогда не смотрю. Ну, типа, как она побежит. Контролировать соперника – это вообще не моя задача. Допустим, марш, И поехали. всё. И- У меня есть часы, я знаю, каким темпом я должна бежать. И вот я и часы вот на трассе, и все. У меня даже там соперников, ну, типа, особо не... Ну, на финише, если будет, ну, все равно... Заруба. Же, да, если заруба будет на финише, да. То ты показываешь верхневилюйский характер. Можно так сказать. Ну вот просто у меня давно не было таких стартов международных, а вот в России я всех соперников наизусть знаю. Ну кто будет там, кто каким временем, мне с кем придется зарубаться там, всех знаю. Ага. Международный старт пошел, вы бегаете, и кто-то уже начинает, или толпа какая-то уже ушла. Что ты делаешь? Все равно смотришь на часы и своим темпом. Потому что в марафоне бежать быстрее, чем задал, ну как планировали, это самоубийство. Я так много раз делала, потом много раз пожалела, поэтому я сейчас должна быть особо концентрированной и умной девочкой. Поднялись на плато рядом с Чолпон-Ата. Высота где-то 1830 метров над уровнем моря. Сейчас ребята будут бегать 10, да? Ага. 10 км. Восстановительный кросс. Это называется восстановительный. Мы кое-как поднялись. Вот 17 минут поднялись. Ну, это одна из трасс, где мы тренировки делаем. Называем плато. Плато в Чолпон-Ате. Один круг зигзагом где-то 3,5 километра. Какой-то спортсмен тоже бегает. Ага. Тут можно тихо бегать, быстро нельзя бегать, то что высота. Темп какой будет сегодня, после вчерашней работы? Ну, как ноги пойдут, 5:20, 5:10. Хорошо. Так это. Все, побежали, да?
Как ты питаешься на марафоне? Сколько раз и что? Пункты питания для профессионалов каждые 5 километров. Ну, я начинаю питаться с 10-го километра. Ну, если мне и там сильно жарко, тоже от погоды зависит. Вот. Мы планируем с тренером, ну, у нас есть как бы свои эти схемы питания. Секреты. Не секреты, а вот несколько схем питания, например. В жару, в холод там, и вот так вот. Мы перед стартом выбираем, какое питание будем придерживаться, и вот планируем питание. Вот. По факту, по приезду. И это обычно бывает изотоник, и из густого что есть? Ну, гели сисовские. Сис, Реклама напишите мне. СИС, я сотрудничаю уже 3-й год. Они мне помогают по витаминизации, отправляют все, что мне надо, все, что требую. Вот. Шоколады, батончики, да. изотоники, Всё, что надо. БЦАшки, Да. вкусняшечки. Вкусняшечки, да. Но ты в прошлый раз говорила то, что ты кушаешь то, что кушаешь, а не то, что кушаешь, ты не рискуешь как бы. Ну да, тоже заказываю постоянно одно и то же. Они мне предлагают, вот у нас новинки есть. Я говорю, мне новинки не надо, дайте по старой схеме, там у меня гельки яблочные мои. Ну вот такое вот. Ну бывает иногда новое питание выходит, они отправляют на пробу. Я пробую на тренировках, если мне зайдет, я заказываю, да. Психологическая настройка. У тебя есть наставник или кто-то, чтобы мог бы помочь тебе в психологической настройке? Ну да, когда бывают такие моменты, когда хочется с кем-то говорить о том, что творится у тебя в голове, это, конечно, у меня тренер. Все, что касается настроя, мотивации, я разговариваю с тренером. И с Надей Бут, ну это моя хорошая подружка, когда я ей она как мой личный дневник. То, что я не выговорила, да? То, что не смогла сказать тренеру, я рассказываю ей. Вот, она говорит, мои близкие друзья, они знают, какие слова подобрать, чтобы я успокоилась. А вообще профессионального психолога у тебя нет? Нет. Я считаю, что человек должен уметь разобраться сам со своими проблемами, потому что марафон – это 2,5 часа. Если что-то пойдет не так у тебя в голове за это время, там никто тебе не поможет. Ты сам должен решать свои задачи. И что ты думаешь во время бега? Вот эти 2,5 часа? Ну, в основном это расчет времени, дистанции. Я думаю о тренировках, какие тренировки я делала. Там, типа, если у тебя остается там 15 километров до финиша, я всегда думаю о темпе, 15 километров темпа я по-любому сделала ее на тренировках. Или там, разное, в основном такое. Ты рассчитываешь время всегда. Это типа как фильмы из 90-х, да? Да, как типа, Жан-Клод Ван Дамм. проигрываешь, потом вспомнил, как ты тренировался, и let's! Ну да. Тренировки – это же самая большая мотивация. Это как-то я всегда мысленно нахожусь в Киргизии во время любых соревнований. И я всегда на трассе, вот на этой трассе, которую я кроссы длинные бегаю, либо на подкове, где мы работу делаем. Вот мысленно я всегда там. Типа осталось там 9 километров. У меня в голове 3 раза 3 километра. Я вспоминаю, как туда-обратно. Ну и вот 1,5 километра туда, 1,5 обратно. Как-то вот так вот. 2,5 часа это долго, по идее. Но как соревнующийся спортсмен, для тебя это, наверное, быстро, да? Когда как. Так-то, если ты в хорошей форме, она быстро проходит. Бывает такое, что после финиша у тебя еще силы остаются? Никогда не бывало. Вообще, да? Я вкладываю всегда на 100%. И, бывало такое, На эйфории. Бывало так, что, этот старт был чуть-чуть сложнее или легче, чем вот этот старт. А так, что после финиша у меня оставались силы, чтобы такое, я бы могла бежать быстрее. Такого никогда не было. Не быстрее, а дольше. Нет. Дольше тоже нет.
Ты как-то, у тебя есть 42 километра, и как-то ты мысленно... Даже на тренировках так бывает. Вот, например, написал тебе тренер, да, 35 километров сегодня бежать. И ты на 34-м километре ты понимаешь, что 36-й ты бы не побежала, потому что ты все уже выкладываешься. А на следующей неделе она тебе пишет 40 километров. На 35-м километре, ну, такая 5 километров я бы побежала, но 41 я бы, наверное, не смогла. Ну, как-то вот так вот. Ну, это в голове же, как ты делаешь рамки. Также и в марафоне, на соревнованиях у тебя есть 42, больше нету. Ты выкладываешься на 42 полностью и все. А какие отношения у вас с тренером? У нас, ну, мы уже давно, 10 лет вместе тренируемся, вот, и мы как-то уже начали понимать друг друга, даже не разговаривая, можно сказать. Ну, типа, что она хочет по этому поводу сказать, я и так уже буду знать. Или что я хочу по этому поводу знать, она тоже, Сардана бы так сказала, типа вот так вот. Ну, мы уже начали понимать друг друга с полуслов, так можно сказать. А если тренировочный процесс? Например, допустим, тренер сказал бегать по этому времени, но ты либо накосячила, либо перевыполнила. Ну, я стараюсь, вот в плане тренировочном, я вообще туда не лезу. Все, что скажет тренер, я все делаю, все делаю. Но бывает такое, что типа могу бежать чуть-чуть быстрее, а медленно это уже из-за самочувствия могу бежать. Ну, типа не бывает такое, что тренер скажет там по 3:40, а мне было лень, и я пробежала по 3:50. Такого никогда не бывает. Я могу сделать быстрее, и из-за этого я каждый раз получаю по голове. Но я стараюсь это придерживаться времени. Сразу после тренировки. А это плохо, да? Ну, если улучшило время. Конечно, плохо. Это уже как ты начинаешь это немножко менять тренировочный план. Надо обязательно, если она написала там 2:31, тебе надо бежать 2:31. Ой, 3:31, 3:31. Нельзя там, ну как в секундах у нас эти идут планы. В плане тренировок, ну, у меня там своих мнений нету. Я могу сказать про свое самочувствие, я себя чувствую вот так вот. Она делает корректировку, я делаю работу по этой корректировке. Корректированному плану. И сколько стартов у марафонца должна быть? Ну, через какое время? В год 1 старт, либо Нет. в год 2? В год 2 старта, это вообще очень идеально. 2 хороших старта идеально. Я в прошлом году, в 2021 году, ну, получилось так. Из-за коронавируса там все сместилось. У меня получилось за 7 месяцев делать 3 старта. Потом я хапнула много. У меня начали проблемы со здоровьем, травмы. Вот. Человек – это не машина, она изнашивается. Вот. Поэтому ну, надо стараться беречь себя, чтобы действовать долго. А травмы это или мышцы? Ну, в основном суставы, колено, ноги, пятки, там, спина, такое. Нет, внутренние органы все нормально. У меня тренер раньше сама работала в скорой помощи, поэтому очень хорошо знает медицину. Мы постоянно сдаем анализ. Вот сегодня я ездила сдавать анализы. Постоянно следим за здоровьем, и у меня все хорошо. Следите за уровнем, как его там было? Уровень крови, ну, по анализу крови можно определить очень много. Как у тебя сердце работает, почки, печень, там, как у тебя вообще, типа... Сердце тоже. Гемоглобин, железо. Гемоглобин, вот это хотел сказать. Да. Окей. А какой показатель гемоглобина для тебя оптимальный? Ну, у меня не очень высокий сам по себе гемоглобин. Вот. Но я постоянно тут на сборах в Киргизии, тут гемоглобин повышается. Вот. Это тоже один фактор, из-за которого мы сюда ездим постоянно. И я сюда езжу за высоким гемоглобином. Ну, сейчас уже ты местная, ты уже здесь живешь, тренируешься, и ты уже, как считай, постоянно на сборах, да? Да, я как-то постоянно. Прошлый год у меня, прошлый сезон, получается, у меня получилось, я была тут 8 месяцев. Ну, это из-за гражданства так затянулось. Но мне тут комфортно, мне нравится тут.
делегации приехали на автобусе на горячий источник. Вот такой вот горячий источник. Тут раздеваемся и сразу заходим. Стоит 250 сом, это в рублях 170 рублей. После сегодняшней длительной работы 35 километров горячий источник. Восстановление. Сколько примерно градусов? Никто не знает. Костян, давай. Привет передайте, ребята. Помашите. Встретили земляшку, приветствую. Сразу узнала Сардану. Она, оказывается, была на неделю назад в Алмате, на полумарафоне Сардана, где участвовала и заняла первое место. Ну, для Сардана полумарафон это как? Как тренировка была? Отын сардана было на минуту бидер тоқтан устадер было. Тюе билүттен, оны лично билбетам деген отын кинни билбек киден хок была ди хайрыгы. Оны көрөм мен ха үйөттүм. Отой это Алматага бара хижем кайын сүрүтөр хижем таптын токомой буп. Отын сити сини гитин ситилер бара. Сакалы кана дити jelbit бар битте. Бар. Монда келен Сарданы көрсем де хана. Сейчас параллельно идет в Нижнем Новгороде, да? Чемпионат России 100 километров. Маеда финишировал норматив мастера спорта России. Это наш земляк. Красавчик. 4 место. Молодец, Саша, молодец. Давно мастеров не было в республике среди мужчин. Молодец, Саша. Молодец. Да, Карер, Валидатов. И ждем сейчас Надю. Надежду. Белла пить, Белла. Белла еще. Белла вторая бежит. Давай, Белла. Быдер. Зашел еще в горячую воду. Абдакай. Сейчас идем на холодную. Оставай. Останови сразу. Сразу, да? Теперь обратно. И обратно в горячую, вообще кайф. Это как эффект после бани. Ну, типа такое бывает. Финиш. Надя с победой! Про допинг-контроль. Как часто тебя посещают офицеры или как там? Да, допинг-офицеры. Спортсмены, которые находятся в пул-листе, пул-лист — это те, которых проверяют допинг-офицеры, они каждый день заполняют систему доп-контроля. Каждый день пишешь, где, во сколько ты будешь дома. Каждый день. Да? По утрам? Ну, не обязательно. Можно указать любое время, 1 час в день. Например, у меня стоит с 6 утра до 7. По-любому я буду дома. Ну, либо спать, либо только проснулась. С 6 до 7 я указываю дом, квартиру. Вот. И, например, 3 пропуска, типа, если тебя не окажется на указанном месте 3 раза, дисквал на 4 года. Вот. А если у тебя не работает домофон, каким-то образом допинг-офицеры не могли войти тебя найти меня, ну, типа, зайти в квартиру, постучаться в звонок, это мои проблемы. Ну, типа, это не проблема допинг-офицеров, это считается как пропуск. Поэтому, чтобы работал твой домофон, чтобы был доступ к допинг-офицерам в твою квартиру, ты должен стараться делать сама. Вот 1 раз я даже в Кисловодске починила домофон в подъезде, потому что домофон не работал. Вот, и я боялась, что могу пропустить доп-контроль, и починила. Это как делается? Типа пишешь? Есть приложение, Адамс называется. Есть приложение в телефоне, можно войти в общую систему, типа Адамс,
И там есть окошки, как календарь, каждый день заходишь и заполняешь. И сколько времени на это уходит? Ну, система очень такая старая, не знаю, почему они не делают быструю, там, надо постоянно пароль, там, кодовое Ввести. слово, ну, типа не кодовое слово, а есть, как, ну, я забыла. Короче. Активация как будто. Да, да, короче, надо зайти не просто так, а через какую-то систему. Это занимает времени, но можно там, обязательно надо заполнить за квартал. Ну, типа, за 4 месяца ты должна заполнить. 4 месяца уже у тебя всегда должно быть заполнено. Если бывают измены, ну, какие-то эти перемены, ты заходишь и меняешь адрес. Ну, это очень напряженно бывает. Когда иногда бывает, ты прилетаешь в страну, у тебя не бывает просто тупо интернета, а та квартира, в которой, или та гостиница, в которой ты хотела заселиться, ну, каким-то образом может, ну, типа, не принимать, или там, либо там занято. И бывает очень проблематично найти интернет. Иногда просто бывает забываешь об этом. Ну, ты же не всегда об этом думаешь. Конечно. Типа, заполнила там за неделю и забыла просто. Поговорим про пейсмейкеров. Сколько у тебя пейсмейкеров было и почему нужен пейсмейкер на тренировках? Ну, пейсмейкер, задача пейсмейкера это, конечно, в компании бежать легче. И его задача бежать, контролировать темп, чтобы я могла отключиться от этого, ну, типа, не контролировать время, просто ориентироваться на свое самочувствие и просто держаться за ним. Еще закрывает от ветра, носит воду, вот. Ну, помогает по тренировкам. И на старте тоже есть пейсмейкер? Или ну, бывает на старте именно соревнования сами организуют пейсмейкера. Это задача соревнования, чтобы показывать хорошие результаты, ну, в их интересах организаторов. Там, по-моему, пейсмейкеры по темпам разделяются, да? Да, разделяются по темпам, ну, а в кластере элита бывают, назначают, ну, типа спрашивают у тебя до соревнований, каким темпом ты планируешь работать, и дают на это время пейсмейкера. И это пейсмейкер бегает на протяжении всего марафона? Один пейсмейкер? Ну, да, бывает 2 пейсмейкера. Вот в московском марафоне всегда дают 2 пейсмейкера. Вот. По половинке, да? Ага. Ну, задача пейсмейкера – это вести тебя до 30-го километра. Потом пейсмейкер может сойти с дистанции, либо по желанию дальше продолжать помогать до конца. Ну, я видел где-то, ну, в московском марафоне с тобой бегали до конца. Да, кроме прошлого года. В 2021 году у меня пейсмейкеры отвалились на 17-м и на 24-м километре. Ну, просто они, может, не были готовы, но марафон – это такая дистанция долгая. Может просто судорога схватить, там, желудок, все что угодно может случиться. Просто… Вот. Понятное дело, это одно на тренировке пейсмейкеров. Вы болтаете, разговариваете, дурачитесь, шутите, да? А на соревновании вообще 0 слов. Это тоже как пейсмейкерам надо как-то синхронизироваться, чтобы быть командой. Вот. Я до старта разговариваю с пейсмейкерами, говорю, как мне удобно, чтобы они бегали. Я даже просила подбадривать меня в конце дистанции. Они меня подбадривали. Это в московском марафоне. В официальных соревнованиях нельзя пейсмейкера иметь. Это только чисто коммерческие старты. У меня пейсмейкеры по тренировкам чурапчинские. Все. Вот. Первый пейсмейкер, это Степанов Дима был. Он в 2016 году перед Олимпиадой помогал мне по тренировкам, таскал. Тоже очень хорошо сработались. Потом Елисеев Джулстан до прошлого года. Вот. Ну, он работает, иногда с работы не может из-за работы выезжать на сборы. Вот с этого года у меня Костик, пейсмейкер. Вот. Я очень благодарна родителям Кости, что они его отправляли за свой счет даже. Ну, для пейсмейкера нету такой ставки пейсмейкер, типа сейчас. Вот. Он приехал сюда за свой счет, чтобы помогать мне. Ну и зато это честь, наверное, с Арданой тренироваться. Ну, для него сейчас, мои тренировки, для него сейчас очень хорошая, ну, как… Подспорье. Этап подготовки, база, он, вот,
для него это очень хорошо. Конечно, мужчины, они сильнее, чем девушки. Мои тренировки. Вот сейчас я в хорошей форме, а Костя немножко, он отдыхал, только втягивается. И вот как раз сейчас наши тренировки, наше самочувствие как бы одинаковой форме. Мы сейчас в Косте. Ну, я с Костей вместе живу, он постоянно заходит такой уставший. Сарданы кәйттолок. Баша сарданы эрки хох. Вот так постоянно. Костя сам, да, такой эмоциональный. Я с мамой Кости, Екатериной Доргуновой, раньше были соперниками. И Катя очень хорошо воспитала своих детей, очень такие культурные. Для меня Костя как младший брат. Я помогаю ему, советую там, и он мне тоже так душевно ко мне, как старшей сестре относится. Вот такие вот работают, как с пейсмейкерами, вот такие отношения очень даже хорошие. Я 100% доверяю Косте, время и то, что он не накосячит на тренировках. И шаг у вас одинаковый? Мы стараемся шаг держать одинаковым. То есть шаг все равно ты диктуешь? Иногда бывает, как я своим шагом, он своим шагом. Я же говорю, сейчас Костя не в самой лучшей форме, поэтому его форма соответствует моей форме. Вот, у меня вот пик хороший, а у него немножко как ниже, чем надо. Вот. Как раз. Пока сырой. Да, он пока сырой. Отличная погода, плюс 10 градусов, вчера лил дождь и немножко ветрено. И сегодня ребята будут делать работу 20 раз 500 метров. Любимая работа Сарданы. Это неправда, Дим. Самая нелюбимая работа. 520 раз катать. Но надо, да? Надо, ага. Тренер сказал, надо делать. Тренер сказал сделать. Будет сделано. Поскольку будете делать? Темп? Ага, на 3.15, 3.14. Для нас бегает, да? Все топчики здесь собрались. Все топчики России здесь собрались. В Бостолях. На этой трассе ребята будут делать работу. Эта трасса находится за Бостолью. Там вот Бостоль видно. Вот, близко. Тут прямой, хороший, цепкий асфальт. О, Миш! Здорово, Миш! Ну и как же без беговых? Обязательная процедура. Стас yerdi. Muhumbaki. Atı ne bitti? Atı ne bitti? Böyle koyu da kalır evde. Физкульт, привет! Хока! Хока будет сегодня работать. Вот такие рабочие кроссовки Хока. Хока One One. Карбоновый. Не карбон. Был карбоновый ходил. Тургуда ходил. Джере. Стельки всегда в своих кроссовках, да? Ага. Все Хоть кроссовки у меня прогулочный, хоть на стелек. пробежку. Везде со стельками, да? Ага. У тебя это одна стелька или еще есть такие же ровно? Я каждый год по новой делаю. А, Когда по песку бегаешь, они стираются. Иди много песка. Монадик. Light Strike. Бостон 10. Бостон 10. За ваше здоровье. Let's go. Let's go. Реклама сис. Сис, напишите мне. А вы же близнецы, да, двойняшки? Ага, сестрой. Вот про это отношение, про эту связь, расскажи, пожалуйста, подробнее. Как вы там на расстоянии, наверное... Мы с сестрой, да, на связи 24 часа
сутки, постоянно на связи. Мы можем даже и не здороваться, потому что вчерашний разговор еще не закончился, типа, в WhatsApp, типа. Вот. И тогда, ну, я чувствую, что она моя поддержка, конечно, опора. Как... У нее 2 детей, Джулус и Эрчин. Вот, они тоже, они мои самые главные болельщики, они всегда болеют за тетю, получается. Вот, приезжает ко мне на сборы, Эрчин зимой приезжал с бабушкой, болели за меня, помогали эмоционально, разряжали обстановку, можно так сказать. Вот. Ну, у тебя мама тоже очень активная такая, бегает на полумарафонских стартах, на везде. Я полумарафон еще не бежала, ну, я имею в виду... на соревнованиях. Да, в турнире полумарафоне, и там 5, 10, 14. Ну, она сейчас пенсионерка, занимается своим здоровьем, активно занимается спортом, вот, смотрит за внуками, приезжает ко мне на сборы, готовит мне. Молодец, вот, мама. Ну, она любит путешествовать, вот, активная, да. Она сама как это, очень эмоциональная, и как бы, когда с ней общаешься, ты как-то заряжаешься энергией какой-то. У тебя тоже такой характер, я это заметил, Да. Активный такой. Ну, от мамы, наверное, значит. Мама. А отец какой по характеру? Кто? Отец. Отца же нет у нас. Да? Ага. Вообще нету или не стало? Вообще нету. Ну, когда мы маленькие были, он умер, я его даже не помню. А что, бигудров какие-то? Любит. Брат. Еще, брат чем занимается? Брат, он вот недавно первый раз продюсировал фильм. Я жду, когда выйдет фильм. Режиссуре, там, ну, в сфере кино. Около кино. Около кино. Он нашел себя в этом, в кино. Вот, и сейчас горит этим желанием быть продюсером хорошим, режиссером хорошим. Желаем удачи. Я брата поддерживаю как могу, потому что очень сильно люблю. Брат тоже меня всегда поддерживает, тоже всегда на связи, постоянно общаемся. Ну, у нас дружная семья. Дядя, у нас вместо отца у нас дядя, это старший брат мамы. Вот, он нас воспитал с малых лет, ну, как вырастил, можно сказать. Я ему тоже очень благодарна за то, что у меня не было, ну, отца не было, но у меня нету такого, что, типа, нас воспитала одна мама. Ну, типа, мужское внимание я с детства была вот так вот. Опа, вот разметка, и поехали! Вот. Приехали ограничивать скорость Сарданы. Как самочувствие? Самочувствие отлично. Хорошая тренировка прошла. Все супер. По минуте 32 бегал, да? По 38, по 37. Все стабильно пробежали. Вот на последней отрезке 32 чуть-чуть поработал. Молодец. Каково быть пейсмейкером Сарданы? Пейсмейкером быть очень ответственно и, как можно сказать, для начала, для базового периода очень для меня подходит тренировка. Для начала очень хорошо. Будем постепенно втягиваться и улучшать результаты, показать хорошие результаты к концу вот этого года. Костя поработал 16 подходов, а у Сарданы 20.
Сейчас у Сардана остается еще 2 подхода. Ага, отдохни. Нормально. Паша. Все, Сардана завершает работу. Как самочувствие? Нормально. Нормалек. Уложилась, да, по программе? Ага. Теперь 100 метров поработала, 33 вот. О, красота! Битва взглядов-то. Это же спорт. Вунчер какая я. За это не люблю 500 метров катать. Ух. И на что ты живешь? Как спортсменка ты получаешь зарплату? И от кого? И какая поддержка есть вообще у тебя? От кого? Ну, раньше, когда была сборная России, я получала зарплату, как, ну, стипендию, как член сборной России. Сейчас у меня этой зарплаты нету, так как я ушла от сборной России. Вот. И, ну, получаю зарплату от ШВСМ, Высшее спортивное ССП. Сейчас это ШВСП. Спасибо землякам, то, что поддерживаете Сардану. Они, ну, вот в сборы, которые я сюда приехала, оплачивает ЦСП. Вот. Ну и поддерживает Верхнеевлюйский район, естественно. Владимир Семенович за меня всегда. Махто. Хорошо. А есть предприниматели, которые тебя тоже поддерживают? У нас в этом с прошлого года федерация Активно начал работать, кажется, так. Федерация легкой атлетики, вот как стал Анатолий Андреевич Каджирасов, очень сильно помогает легкоатлетам. Вот. Я ему тоже очень сильно благодарна, потому что без его поддержки вот, вопросы с гражданством тоже сложно было решить самостоятельно. Местников Сергей Васильевич тоже очень сильно помогал. И директор школы спортивного мастерства Пахомов Михаил Дмитриевич. Долго вспоминали, ничего страшного. Такое бывает. Да, я им очень благодарна, потому что, ну, гражданство — это такое дело, что самостоятельно одна девушка, одна женщина не может это решить. И как ты думаешь, вообще якутский спорт сейчас на каком уровне находится? И что бы еще могло быть лучше? Ну, если сравнивать с другими регионами, именно как поддерживает спортсменов Республика Якутия, мы на первом месте, наверное. Потому что другие регионы нету такой поддержки, нету такого фанатов спорта, наверное, не знаю. Вообще очень хорошо поддерживает Республика спортсменов. Как ты реагируешь на комментарии или критики в адрес тебя? Наверное, такое-то, ну, все равно, наверное, бывает. Ну, да. Люди разные же бывают. Бывают такие люди, которые пишут очень неприятные вещи, но, слава богу, у меня таких мало. Вот, бывает, но очень редко. И я как-то вот... Все равно я сильно реагирую на это, я не буду врать. У меня прям бывает... Вот хочется ответить. Я даже иногда, бывает, пишу им ответку и не отправляю. Написала и удалила. Да, высказалась удаляю. И проглотила. Это, ну, в основном в Инстаграме же у меня связь с людьми. И бывает, ну, просто я их блокирую. Даже бывает на другом сайте, не у меня, про меня кто-то пишет плохое там в комментариях. Я захожу к этому человеку и блокирую его аккаунт. Он даже не знает, что у меня страница есть, но он у меня заблокирован. Ну, вот так вот, я как-то потом успокаиваюсь. Да, бывает, очень неприятные вещи пишут. Твой девиз по жизни? У нас Надей Бутс есть поговорка. Наверное, это уже относится тоже ко мне. Никогда не сдавайся, позорься до конца. Вот. Ну вот, 2 Олимпиады, получается, у меня не получилось. Я иду на 3-ю. Вот.
Ну, я считаю, что девиз, он же меняется каждый раз по жизни. У меня вот сейчас стоит до конца. До конца. Ага. Ну дай бог удачи тебе, да, здоровья. И в следующий раз мы пойдем с тобой на Олимпиаду снимать блог Было бы очень хорошо. в 2024 году. 24. 2 года еще. Ну, Ну, так чуть-чуть что осталось. Мгм. Делаем вот такие вещи. Да, и я раньше сильно грезила Олимпиадой, раньше вообще все ставила на Олимпиаду. Сейчас как-то я эту ситуацию отпустила. Ну, получится, получится, нет, так нет. Ну, я сейчас это как-то вот более спокойно. Просто мне нравится заниматься делом, легкой атлетикой, бегом, марафоном. Мне нравится выступать, тренироваться, умирать на тренировках, восстанавливаться, расстраиваться, радоваться. Вот если тренировки получаются, не получаются, вот. И я это делаю. Наверное, в то время ты забила тату, да? Набила? Я забила тату в 16 году, когда у меня не получилось попасть на первую Олимпиаду. Это был как дополнительная мотивация. Ну, это она работала, потому что, ну, 4 года это очень долго, и бывали моменты, когда я такая думала, а может не надо, потому что, ну, у меня тоже возраст идет, травмы бывают, апатия. И бывали моменты, когда я говорила, может хватит, может остановиться. Потом я же забила тату, нельзя так. Зря что ли набила. Ну вот раз забила тату, надо это до конца идти. За него надо ответить. Ага, да, на него надо ответить. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна к нам приехала вчера и сразу на тренировку. Вчера приехала, вот сейчас у нас соревнования уже на носу, поэтому 30-го намечается у нас международный марафон Golden Label Франкфурт, Германия. Наконец-то нас пригласили, дали добро, поэтому мы вместе летим. 27-го отсюда улетаем и 30-го у нас старт. Мы с Арданой уже работаем в протяжении 10 лет. У нас уже нынче юбилей будет, можно сказать, поэтому друг друга хорошо знаем, Сардану по тренировкам очень хорошо мы ориентируемся, и по онлайн в основном я контролирую ее и корректирую тренировки ее, поэтому вот на такие предсоревновательный период или какие-то основные тренировки я обязательно приезжаю и делаем подводящие работы. Она звонит по видеозвонку и отчитывается. И когда она звонит, я по голосу сразу узнаю даже. Если она скажет «алло», я сразу понимаю, что, как она сделала, какое настроение, какое самочувствие у нее. И она вот тоже удивляется. А сейчас Сардана перед стартом в какой форме сейчас? Ну, можно сказать, ну, посмотрим после тестовой работы, конечно, но если в целом взять, я довольна, она в хорошей форме. Местные кадры. Ага, как чувствуешь? Нормально такая. Ага, хорошо. Мы, если, например, в Киргизию приезжаем или куда-нибудь другое место, новое место, и я обязательно, например, на себе тоже проверяю, да, какой массажист, как качественно делает, как профессионально делает. Вот у нас такие нюансы тоже есть. Он вес 156. Состояние такое же, да? Такое. Ага, хорошо. Ага. Все стабильно у нас. Ну, стабильно, это главное, чтобы стабильно было. Спейдавак айдады. Спейдавак я. Тун. Стартан Хэрм битал. А пуш 17-18. Короче, у Сарданы появился друг, вот собачка, со вчерашнего дня. И она не успевает у Сардани на темпо. А? 156. Ага, так же, да? Ага, хорошо. Хаспола. Ага. После 10 подходов у Сарданы, как в Ну, первом состояние- подходе, да? Да, самое главное, стабильно идет все. Ага, говорит так же, самочувствие такое же. 15. Ну, это хороший показатель, да, что она все-таки правильно все тренировки сделала, и восстановление, процесс хорошо идет.
Без. Хорошо. Келла хали берем. 5-5. 5-5. Состояние 5-5. Почему две цифры, да? 5-5. Обычно я прошу по состоянию говорить две цифры. 5, первая цифра – это общее состояние, а второе – это мышцы. Вот. Бүтін да? Ага. Это Константин Драгунов, перспективный мой спортсмен. Да. Мен беттем. Ага, хорошо. хайдахты. А чуть-чуть, ага, быстрее. Чуть-чуть быстрее. Ну, да, ну так-то по плану так и стояло, вот где-то 14-15. В целом, насколько оцениваешь? Формула. Сегодня тренировку 5-5. Хорошо. По мышцам 5. Мы на правильном пути, значит. Все. Наша подруга Регина. Регина, ты в Ютубе. Что ты хочешь вообще передать людям вот, своей деятельностью, своей работой, своими тренировками, своими успехами? Что ты хочешь сказать или передать людям? Что чемпионами, спортсменами не рождаются. Ну, типа, это много работать надо, много трудиться, все надо делать от души, чистый труд. Можно все, что угодно добиться. Если даже бывают такие, я просто не талантливый, такого нету, ты просто не хочешь работать и все. Я считаю, что успех приходит, когда ты много стараешься. И я это доказываю. У меня не было, когда я начинала, у меня не было условий заниматься. Я переехала в город, там, ну, это от тебя зависит. Бывало время, когда во мне никто не верил, верила только я сама себе, можно сказать. Ну и пару там родителей. Бывало даже родители говорили, может, тебе хватит заниматься ерундой и начинать работать, зарабатывать деньги. Ну, а я хотела этим заниматься. И вот хочу сказать, что если у вас есть задача, найти цель в жизни – это самое важное в успехе. Найти ремесло, которым ты любишь заниматься, и как хобби, да, некоторые начинают даже. Вот это самое важное. Ну, это полдела уже сделано. Дальше надо работать просто в это направление, и все. Будет все. Ну и удача, наверное. Чуть-чуть не хватит. Ну, лишним не будет удача. Бывают просто неудачники. Вот. Но я считаю, с третьего раза все должно получиться. То в Портвестях. Да. О, твои пожелания зрителям? Ну, сейчас настало непростое время для спортсменов, ну, вообще для жителей России, Якутии. Я желаю всем мирно, дружно пройти вот это время, потому что каждое событие оставляет следы. Даже мы сидели на коронавирусе, и мы заметили, как люди меняются, типа чуть-чуть злые стали. Сейчас только-только начали быть добрыми, и вот эта вот ситуация в России. Я желаю быть все вместе, быть добрым друг другу, любите друг друга и будьте счастливы. Солунан мен салғибын, улуса устун вербит жаннару.